Сегодня у нас история очень тяжелая, но невероятно важная. Она произошла в одной общине, и, знаете, она потрясла там абсолютно всех. Но самое главное в ней — это не сама трагедия, а те уроки, которые люди смогли извлечь из этой просто невыносимой потери. Итак, представьте себе, 28 сентября. Обычный день, который внезапно превратился в кошмар. Произошло нечто, что разделило жизнь целой общины на «до» и «после». И вот что произошло. Ученица 7 класса спрыгнула с 7 этажа. Просто сухой, страшный факт. И за ним тишина. И полное абсолютное недоумение. Никто, просто никто не мог понять, что могло заставить ребенка, совсем еще девочку, сделать такое. Этот вопрос «почему?» он буквально повис в воздухе. Его задавали все – соседи, друзья, даже местный имам. Каждый пытался найти хоть какой-то ответ. Что же пошло не так? Что привело к этому ужасу? И вот в этой атмосфере полного непонимания появляется первая зацепка. Оказывается, незадолго до трагедии девочка позвонила своей лучшей подруге, и в этом последнем ночном разговоре она упомянула одно слово – аманат. Это как, завещание или какое-то важное поручение, и сказала, что оставила его под подушкой. Так вот, этот звонок, это слово «аманат» — все это привело к находке, к тому самому письму, последнему письму девочки. И именно оно начало приоткрывать завесу тайны над ее ужасным решением. Подруга, конечно же, нашла это письмо там, где и сказала девочка, под подушкой. И вот представьте себе картину. Похороны. Все собрались. И было принято решение прочитать это письмо вслух. Для всех. Наверное, никто в тот момент даже представить себе не мог, что им предстоит услышать. И вот что там было написано. «Наша семья состоит из 7 человек. Мой отец, моя мать, я и 4 мои младшие сестры. Вчера мне исполнилось 12 лет, но это была для меня не радость, а горе. Только вдумайтесь, самые первые строки, и сразу становится понятно, в какой атмосфере она жила. День рождения, который должен быть праздником, для нее — горе». И дальше. Дальше она объясняет, почему. С тех пор, как мы себя помним, в нашем доме не было мира. Мой отец каждый день унижает маму, говоря: «Почему ты все время рожаешь девочек?» Вот она, причина всей этой боли, бесконечные ссоры и унижения. И все из-за того, что в семье рождались только дочери. А вот следующая часть письма, она просто леденит кровь. Послушайте, какой вывод делает ребенок. «Я знаю, что не смогу помочь тебе как сын, поэтому я решила убить себя, чтобы помочь тебе, уменьшив число твоих дочерей». Это же просто ужасно. Это искаженная детская логика. Она на полном серьезе думала, что ее смерть — это помощь отцу, что она облегчит его бремя. И в конце ее последняя просьба: «Пожалуйста, не бей мою маму и моих сестер. Они любят тебя. Прощай. До встречи в судный день». Представляете, даже после всего, что она пережила, она просит защитить маму и сестер. Она все равно их любит. Это был не просто уход, это был ее отчаянный крик, который, увы, услышали слишком поздно. Когда чтение письма закончилось, повисла тишина. А потом это было похоже на взрыв. Письмо подействовало как разорвавшаяся бомба, и последствия этого взрыва оказались просто разрушительными для каждого, кто там был. Что там началось, люди просто не сдерживались, они плакали навзрыд. Скорбь была такой всепоглощающей, что местный имам, который все это слушал, вскрикнул и просто потерял сознание от шока. И толпа разделилась. Одни чувствовали безграничную жалость к девочке и ее матери, а другие ощущали кипящий гнев. Гнев, направленный на отца. Ну а что же отец? Для него в тот момент, можно сказать, начался персональный ад. Целый месяц. Один долгий бесконечный месяц. Он просто не мог прийти в себя. Он не переставал плакать. Ни днем, ни ночью. И это невыносимое горе, это чувство вины. Оно его изменило. Он пришел к своей жене, взял ее за руки и впервые попросил прощения. Он начал обнимать своих дочерей, тех самых дочерей, которых он раньше, по сути, не замечал. Это было настоящее раскаяние, рожденное, к сожалению, из самой страшной потери, какую только можно представить. И вот эта страшная цена, которую заплатила семья, заставила задуматься не только отца. Вся община начала переосмысливать, обращаться к своей вере, к своей мудрости, чтобы понять, а в чем же на самом деле ценность дочери, как к ним нужно относиться. Есть такая красивая мысль, которая служит как бы мостом от этой темной истории к свету понимания. Дочь — это свет очей, жемчужина сердца, ангел дома.
Как же точно сказано, правда? Это как раз та самая ценность, которую отец в своей слепоте просто не замечал. И ведь религия говорит об этом совершенно прямо. Вот, например, известный хадис пророка Мухаммада, мир ему. Он гласит: «У кого будут 3 дочери, и он будет терпелив с ними, они станут для него преградой от адского огня в день воскресения». То есть все ровно наоборот. Дочери — это не проклятие, не бремя, это благословение, это защита. Более того, если мы откроем Коран, суру Аш-Шура, там все четко прописано. Власть над небесами и землей принадлежит только Аллаху. Он дарует, кому пожелает, дочерей, а кому пожелает сыновей, или и тех, и других, а кого-то делает бесплодным. Смысл очень простой. Пол ребенка — это выбор Всевышнего, и только его. И винить в этом жену, злиться на дочерей — это значит, по сути, спорить с волей самого Создателя. И в конце концов эта история подводит нас к одному очень важному вопросу, к вопросу об испытаниях. Ведь рождение сына или дочери, так же как богатство или бедность, это не награда и не наказание, это испытание, которое дается человеку. И самое главное, как он через это испытание пройдет. Как мы все проходим через свои испытания? Что мы делаем с теми дарами или трудностями, которые нам посылаются? Вот это, пожалуй, главный вопрос, который оставляет после себя эта трагическая история.